приступаем с вами к конференции, которая, когда мы ее задумывали, носила, скажем так, теоретический характер и интерес, на сегодняшний день приобрела очень большую практическую актуальность. Тема нашей конференции, у вас у всех есть программки, «Большая Евразия. Потенциал, риски и перспективы». Она у нас одновременно посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Киргизской Республикой и Российской Федерацией, которую мы отмечаем в этом месяце, этот юбилей мы отмечаем. И в этом же месяце, кстати, отмечается и годовщина признания Киргизской Республики в Организации Объединенных Наций 2 марта, это произошло 1992 года. Так, коллеги, еще раз здравствуйте. И на самом деле мы сегодня собрались по очень важному и приятному мероприятию. 30 лет дипломатические отношения между Россией и Кыргызстаном. Так быстро идут года. Слушайте, следующий год нашему университету 30 лет. Взаимоотношения между Кыргызстаном и Россией в плане развития, конечно, развиваются. И во всех отраслях. И в экономике, и в образовательной сфере, и в культурной сфере, ну, практически во всех отраслях, и вы это прекрасно сейчас знаете. Студенты, которые выбрали именно российское образование, российский вектор, и решили связать свою жизнь именно с Россией, поэтому и вы участвуете в сегодняшней конференции, которая посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией. Студентам я хочу пожелать детального свободного обсуждения докладов. Все-таки учебный процесс – это не только аудиторные занятия, это именно приобретение навыков научно-аналитической работы. Мы живем в информационный век, поэтому надо уметь нашим молодым студентам, будущим ученым, руководителям излагать свои мысли, писать статьи, чтобы было понятно ваше мировоззрение, ваше понимание, вашу аналитическую точку зрения на те или иные ситуации. В этом году мы создали, вернее, преобразовали Центр культурно-образовательно-воспитательной работы в молодежный центр культуры и творчества. Этот молодежный центр стал показывать какие-то первые положительные результаты. Вот вчера прошло большое действие в университете Арабаева, Владимир Михайлович, да, под вашим руководством. Там была представлена такая вот, как она называется, пьеса? Политический мюзикл. Автор Лариса Львовна. Интеграция. И вот эта интеграция прошла на ура. Самое главное в этом процессе заключается в том, что интерес, который проявили ребята к участию в этих всех мероприятиях. Хотел бы выразить уверенность, что студенты нашего университета, которые сегодня молодые аналитики, которые готовили, я знаю, очень тщательно свои доклады, смогут предложить именно такие идеи. Хотел бы еще раз поблагодарить руководство Славянского университета за поддержку, которая была оказана при подготовке нынешней конференции в Центре евразийских исследований, за творческую работу со студентами. Хотел бы поблагодарить наших молодых аналитиков, которые волновались и готовились к сегодняшней конференции. Я просто уверен, что ваши доклады сегодня будут успешными, что они представляют интерес. И я согласен с деканом. Еще раз хочу подчеркнуть, что выводы ваших докладов, которые вы сегодня представили, мы бы хотели увидеть в каком-то обобщенном виде, потому что, возможно, они понадобятся и нам в нашей дипломатической работе. Еще раз всем спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представить вам нашу презентацию на тему «Концепция многополярного мира как теоретическая основа большого евразийского пространства».
Сегодня мы рассмотрим, что такое многополярность и баланс сил. Также рассмотрим историю идей Большого Евразийского пространства, рассмотрим цели Большой Евразии и сделаем выводы. И начнем мы с того, что такое многополярность и баланс сил. Следует сказать, что полюсная структура мира является одним из постулатов теории мирового порядка. И полюсная структура мира – это распределение мирового влияния между отдельными центрами. И период после 1945 года, на самом деле, является очень устойчивым, поскольку тогда установилась биполярная система. Этот термин могут охарактеризовать устанавливаться уже многополярными